журналисты, уважаемые коллеги. Хотелось бы прокомментировать высказывания, прозвучавшие в Общественной палате. И также хотелось бы напомнить, если кто-то не знает, Конституцию Республики Абхазия и главу 1, статью 7, где четко указано, что государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основании разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная, исполнительная и судебная власти являются самостоятельными. Также в Конституции глава 3 посвящена также законодательной власти, если, наверное, кто-то об этом позабыл. Что хотелось бы добавить еще по поводу высказывания относительно того, что кто-то кому-то что-то должен. Хотелось бы сказать мое сугубо личное мнение, как депутата парламента, кому и что я должен. Я в первую очередь должен своей родине, своим родителям и своему народу, своим избирателям, которые делегировали меня в парламент. Также хотелось бы остановиться на том, что суть всего общения в Общественной палате заключалась в том, что на повестке был вопрос по апартаментам, как вы все прекрасно знаете и понимаете. И хотелось бы здесь тоже остановиться на том, что неоднократно у нас были посвящены совещания по этому поводу, и сам законопроект оказался у нас в парламенте не так давно, и существует такая рабочая атмосфера в парламенте, где этот законопроект рассматривается. Был комитет, на котором присутствовали и глава администрации президента, и премьер-министр, где подробно и четко, в принципе, и депутаты высказали свое мнение, и выслушали аргументы исполнительной власти. Но суть в том, что, еще раз говорю, что работа идет над этим законопроектом, и никто форсировать эту работу не собирается. А завтра также у нас будет комитет правовой, где будет поднят этот вопрос с привлечением политических партий, общественных организаций. Но в то же время мне бы хотелось бы высказать свое мнение по этому поводу. Вот законопроект по апартаментам, это что для нас такой фундаментальный законопроект? Все мы понимаем, что экономическая составляющая на сегодняшний день, она нам необходима. И поэтому, в принципе, мы вовлечены во всю эту работу. Но в то же время существуют такие законопроекты, как закон, допустим, который у нас отсутствует, это закон об образовании, закон о госслужбе. А если говорить о том, что мы рассматриваем сегодня, допустим, тот же законопроект об апартаментах, можно здесь сказать о том, что у нас отсутствует и градостроительный кодекс, и система земельного кадастра отсутствует, система зонирования отсутствует. Да, огромное количество тех законопроектов, на мой взгляд, более фундаментальных, которые у нас сегодня в стране отсутствуют. Но почему-то приоритет сегодня мы отдаем именно единственному законопроекту по апартаментам. В данной ситуации еще раз хотелось бы подчеркнуть, что и депутаты парламента, и я лично еще раз говорю о том, что никто форсировать сегодня и бежать впереди паровоза не собирается. Работа ведется в штатном режиме, парламент готов к этой работе, но хочется подчеркнуть то, что этот законопроект разбирается по косточкам. И сегодня здесь еще и коллеги, я думаю, подтвердят, что те высказывания, которые прозвучали парламенту, они не понравились. И такого примере того, что вообще за всю историю Абхазии происходило, по-моему, это было первый раз. Спасибо.